Меня зовут Ярхамов Ильнур, и мы вам рассказываем о важных событиях для татар России. 13 марта депутаты Татарстана поддержали поправки, которые вносятся в Конституцию России. В целом, Госсовет Татарстана, конечно, поддержал вносимые изменения. 78 депутатов проголосовали «за», 7 депутатов воздержались. И лишь один депутат и татарский писатель Ракаил Зайдулла проголосовал против. Можно ли сказать, что Татарстан поддержал поправки в основной закон нашей страны абсолютно и безоговорочно? Давайте рассуждать. Депутаты Госсовета и в первую очередь от «Единой России» поправки в Конституцию, конечно же, поддержали. Такова их партийная установка. Но грядущие изменения в основной закон России у них вызывают определенные страхи. Фракция депутатов Государственного совета Республики Татарстан приняла консолидированное решение поддержать федеральный закон, подготовить обращение к президенту страны, гаранту Конституции страны. Это будет отдельный вопрос, в котором выразить позицию республики, отразить наши конституционные страхи в части федерализма, основ этих, в части сохранения прав граждан на язык, на культуру, естественно, и другие. Государственный советник Татарстана и первый президент нашей республики Минтимер Шаймиев поправки в Конституцию, конечно же, поддержал. Хорошо, что в нее вносятся назревшие поправки, но в целом Конституция будет работать. Но то, что сейчас происходит, то, что инсценировал Владимир Владимирович Путин, действительно есть назревшая проблема. Но Минтимер Шаймиев сделал несколько важных и принципиальных оговорок. Во-первых, принимаемые поправки в Конституцию России должны учитывать ее многонациональность и многоконфессиональность. Россия многонациональная страна. Прийти к единому мнению очень и очень сложно, но к этому мы должны стремиться. В конечном счете мы должны суметь вырабатывать такие конституционные нормы и образ жизни на будущее. Путь непростой, но через это придется, я уж как говорил, проходить. Внося и в целом поддерживая эти предложения, эти поправки, безусловно, мы должны думать, как лучше, чтобы эти поправки работали, с учетом многонациональности, многоконфессиональности Российской Федерации. Во-вторых, государственный советник Татарстана подчеркивает важность соучастия президента России в разрешении проблем сохранения, развития и преподавания родных языков. И не случайно я вам должен сказать, поправки касаются этих судьбоносных статей, которые, каким должен быть язык и как мы должны дальше поступать, и сохранение проблемы родного языка, они сейчас порушены в ходе этих поправок в дальнейшем, чтобы на уровне президента рассматривались. Мы этого давно хотим. В-третьих, у Шаймиева, у его команды, у его сподвижников в деле преподавания родных языков и среди управленцев и экспертов в образовательной сфере есть замечания и нарекания в адрес федеральных органов власти. Татарстан настаивает на соблюдении законов и на гарантии на родной язык и культуру, что сегодня прописано в Конституции России. Однажды я уже говорил, когда один и тот же учебник на русском языке и на татарском, абсолютно одинаковый учебник. Не поверите, на русском языке перевод этого учебника или разработка от сходов на финише называется учебником. На татарском языке этот же учебник точь-в-точь выходит на финиш как учебное пособие. Министру я тогда сказал, Ольга Васильевна, значит, я говорю, вот вы видели когда-нибудь в истории, она опытный человек, значит, который работал до сих пор. Это же, я говорю, прямая дискриминация. Прямая дискриминация. Я говорю, тогда у вас есть другие татары. До сих пор не может быть утверждено, сколько поручений уже на самом высоком уровне федеральные
государственный образовательный стандарт. Путь непростой, мы должны, у нас характер есть, мы должны этим заниматься повседневно. Для нас образование, если бы даже мы не были бы национальной республикой, многоконфессиональной, этим вопросом и другие начнут заниматься. Почему? Потому что время стучится уже. Разве можно выделять 88 миллионов по всей России по поддержке родных языков? А когда мы с вами, Рустам Иванович, в последний раз говорили, недостающие там учебники выпускать надо по родным языкам, вопрос мы перед вами поставили, порядка 100 миллионов, которые вы сходу нашли решение, а там по всей России. Нельзя так подходить. Страна сегодня может позволить себе решать эти вопросы. В-четвертых, раз уж федеральные органы власти не справляются со своими функциями и обязанностями в деле сохранения, развития и преподавания родных языков в школах России, то Татарстан от имени Шаймиева предлагает свою помощь и содействие в очень чувствительной теме образования. Да, мы с участием по поручению президента на самом высоком уровне и руководителей правительства Российской Федерации готовы рассматривать все накопившиеся проблемы, что в национальных республиках по изучению, сохранению родных языков, и что не доделывает, у нас есть материал, доказательная база, и что нужно делать во благо, как говорится, успешного развития нашей страны. В-пятых, чтобы проблемы преподавания и обучения родным языкам оставались в публичном поле, проговаривались, обсуждались и дискутировались, Шаймиев предлагает создать совещательный орган. Давайте создадим авторитетную, постоянно действующую из авторитетных составе людей, значит, по постоянно работающую комиссию, и проблемы все будем знать, и все будете знать. Значит, по проблемам образования, сохранения родного языка, обучения и сохранения родного языка. Все предложения Татарстана, а именно обращение к Владимиру Путину и создание специального совещательного органа, были поддержаны президентом Татарстана Рустамом Миннихановым. Он также распорядился, чтобы новый совещательный орган возглавил Марат Ахметов. Таким образом, мы видим, что Татарстан в большой истории по изменению Конституции России сыграл конструктивную роль. Республика не только критикует, но и проявляет свою инициативу, предлагает помощь, чтобы урегулировать те противоречия и недоработки, которые есть у федеральных органов власти. Татарстан всегда отличался своей четкой позицией. Татарстан играл и играет и будет играть весомый вклад во всех сферах, как политической, общественной, социально-экономическом развитии нашей страны. Сообщество нагайцев и их общественники забурлили в соцсетях и в СМИ в преддверии всероссийской переписи. Со стороны нагайцев Астрахани и других регионов России звучат опасения, что их национальная идентичность будет вновь и еще больше поглощена татарской. Поэтому слышны призывы вспомнить своих истинных предков, свой истинный язык, свою родину, чтобы при переписи уже записаться не как юртовые татары, а как нагайлар. Любопытно, но мы фиксируем, что этническими убеждениями настоящих нагайцев в соцсетях манипулируют провокаторы. При этом в информационное поле вбрасываются вырванные из контекста высказывания такого авторитетного историка, как Дамир Исхаков. Что же на самом деле движет нагайцев? Почему они так опасаются, что часть их соплеменников запишется как татары? Неоднозначное настроение и фобии нагайцев раскрывает мусульманский деятель Ильдар Даиров. Кстати, он сам тоже нагайц и говорит от имени своего народа. Он рассказывает о тюркоязычной группе юртовые. По его словам, русские эту группу называют как
юртовые татары, хотя на самом деле они себя называют как ногайлар. Даиров признается, что и по сей день большинство юртовцев себя считают именно татарами. Но он им указывает, что на самом деле они заблуждаются, и они не знают своих настоящих предков. Даирову задают логичный вопрос, на каком же языке тогда разговаривают юртовцы? По словам Даирова, эта тюркоязычная группа разговаривает на ногайском диалекте, который на самом деле не может являться ни литературной формой ногайского языка и не литературная форма татарского языка. Встает вопрос, почему ногайские общественники озаботились вопросом, кем именно называться предстоящей переписи. По словам все того же Даирова, если юртовцы запишутся как татары, то они будут считаться как пришлые. А если же они запишутся как ногайлар, то они будут считаться как коренное население региона. Вы только вдумайтесь, в современной многомиллионной, многоконфессиональной и многонациональной России есть группа граждан, которая боится, что если она назовется неправильно в переписи, то будет считаться пришлым народом. На самом деле такая установка ногайцев нас удручает. Мы живем в большой России. Я, например, татарин, и если я захочу, то родной мой город будет Казанью. Захочу, буду жить в Москве, в Астрахани или в Санкт-Петербурге. Никто и никакая сила не вправе выгонять юртовцев из их домов, из их территорий и земель, где они родились, лишь только потому, что они решили назваться татарами. Казанские татары не могут быть ассимиляторами и врагами ногайцев. Вспомним хотя бы историю, когда в Казани решили установить памятник Екатерине Великой, которой татары питают теплые чувства и воспоминания. Тогда к руководству Татарстана обратились обеспокоенные ногайцы. У них Екатерина Великая связана с прискорбными и печальными страницами их народа. И казанские татары решили, что дружеские отношения с ногайцами превыше увековечивания памяти императрицы. Проблема с наименованием юртовцев притянута за уши и кажется нам деструктивной. У нашего народа есть поговорка «Ойрылганы аю ашар, бүленганы бүре ашар», что переводится как «отделившихся съест медведь, а раскольников – волк». Татары и башкиры делят Салавата Фатхетдинова. Эстрадный кумир поколения татар 80-х, 90-х, 2000-х, вошедший в национальный пантеон героев, сказаний, легенд и даже мемов, певец Салават Фатхетдинов не смог избежать молоха переписной суеты. Впервые информацию, что певец Салават на самом деле башкир, вбросил популярный кураист Роберт Юлдашев. Он рассказывал журналистам, что происходит из очень авторитетного рода Табын, а его предки из Гафурийского района Башкортостана. По словам Юлдашева, его клан настолько знаменит в Башкирии, что к этому клану относится и мәрхум Фания Фархи, и здравствующий певец Салават. Напомним, что Салават родился в Татышлинском районе. Как раз в этом районе, по словам Роберта Юлдашева, и сильны позиции клана Табын. Как мы видим, перед Салаватом теперь стоит задача. Нужно определяться. Как я могу назвать себя башкиром, если я татарин? Так отвечает Салават Фатхетдинов на вопрос журналиста. Певец рассуждает, что, конечно же, он родился в Башкортостане, и он любит свой родной край, но родился он татарином и чувствует себя тоже татарином. Такие свободные высказывания певец мог себе позволить только в Татарстане. А вот перед башкирскими журналистами он уже отвечал настороженно и свою татарскую идентичность не выпячивал. Он башкирским журналистам пожаловался, что когда оказывается в Татарстане, то его обижают как башкира, а когда приезжает в Башкирию, то там его обижают как татарина. Но он привык, и такие издевки его уже больше не задевают. В какое же грустное время мы живем, когда маститые певцы своей деятельностью и происхождением скрепляют добрососедские отношения между татарами и башкирами, но в то же время они стесняются своего татарского происхождения в Башкортостане. В
Впрочем, артистам плавающая идентичность свойственна, и люди они творческие. Можем им простить.